Всем привет! Это подкаст Safe Space. Мы разговариваем про работу, ментальное здоровье и все, что между. Мы сегодня будем с вами разговаривать на очень интересную тему, но к этому мы чуть-чуть попозже перейдем. А Перед пока этим, что да, у нас в гостях прекрасная Юля Шатун, режиссерка, фотографка, с недавних пор поэтесса, правильно так говорить, или писательница. Юля, мы тебя приветствуем. Привет. Спасибо, что позвали. Мы очень рады, что ты наконец-то до нас доехала, потому что мы пытались несколько месяцев организовать эту встречу, и вот наконец это случилось очень внезапно. Ну да, сложно доехать до Вильнюса. я думаю, что это хороший момент, чтобы сказать, если вы хотите, чтобы мы могли летать в Варшаву, вы можете нам задонатить на всяких там патреонах, Buy Me Coffee. По ссылке в описании, конечно же. Ну да, мы добавим. И там можно еще как бы на нас подписаться, там поставить классы, написать комментарии, там вот, ну вот это вот все скинуть всем родителям, друзьям, одноклассникам бывшим и одноклассницам. Ну, короче, захвачиваем. Да. Мы сегодня будем говорить про тему женской социализации в работе в преддверии 8 марта. Да. Честно говоря, я даже не знаю, что еще сказать после этого. Хочется просто замолчать. Я не знаю, это можно передать привет белорусскому фем-чату и фем-сообществу, сказать спасибо, живем дальше. Конечно. И будем сегодня разговаривать про это, так что я думаю, что это достаточно такая важная тема. Мы пока готовились, и у Юли, и у нас было много вопросов друг к другу, и к самим себе. И к другим женщинам. Да, насколько это все-таки актуально все И еще. к мужчинам, конечно. Ну, Мы это так говорим, база. Ну, это, там, как ну, бы... к обществу. Есть ли вообще смысл задавать эти вопросы к мужчинам, да? Ну, это дискриминация получается, если их не задавать. База. Я занимаю позицию более радикальной феминистки, но доброй. Пока что. Так вот, мы пока обсуждали, мы думали, насколько это все-таки актуальная все еще тема. Не, ну мне кажется, актуально еще очень сильно, еще далеко до неактуальности. Если даже, не знаю, где-то там в новостях видела какое-то время назад, что если там даже в Норвегии, в одной из самых таких как будто бы стран, там выходили, по-моему, на какой-то протест тоже по поводу там тоже несоблюдения или неравенства женских прав. То есть если даже в самых таких вот странах еще женщины чувствуют проблему, то есть мы сейчас еще в самом лучшем из миров живем для женщин, наверное, но я имею в виду с точки зрения, к какому миру относятся страны, где мы живем. Поэтому я думаю, да, еще очень актуально. А когда вообще был первый раз, когда вы столкнулись с каким-то неравенством в рамках работы? И, возможно, какой-то деятельности? И гендерной социализации? Да. Ну, я работала в рекламном пиар-агентстве. Наверное, это из моих таких первых серьезных работ. Но я была на последнем курсе. Но на последнем курсе я уже работала с клиентом одна из всего агентства, который занимается, скажем, такой типично мужской работой, машинами, автомобильная тема. Ну, не машинами, но автомобильная тема. Это Джилли? Не, я не буду говорить. Но мне дали этого клиента с фразой: ну ты же феминистка, ты же разберешься. Высоко. Ну, там было много всего интересного, потому что приходилось работать в большинстве своем с мужчинами в клиентской как бы такой вот среде. Поэтому, я не знаю, там по пальцам рук не сосчитаешь всяких таких интересных моментиков. Но чисто работая в мужской теме, и даже та формулировка, с которой как бы я получила этого клиента, я думаю, она достаточно такая интересная для обдумать сейчас через... Мне страшно подумать, через сколько лет. Ну да. А вот мне интересно, мы говорим только про дискриминацию или в целом
если ты женщина, да, потому что это может быть не только дискриминация, но, например, еще какая-то опасность, с которой там, мы встречаемся, потому что мы женщины. Я просто подумала, что одна из первых таких, наверное, настоящих работ вот у меня тоже была в рекламном агентстве, но если вот вообще так пойти далеко, я сейчас вспомнила, что я когда еще была, наверное, подростком, по-моему, я была летом дома и решила найти какую-то подработку, и то ли я сама позвонила, то ли там какое-то объявление дала в газете. И, в общем, эта подработка заключалась в том, как потом оказалось, что нужно было с одним... В общем, там мужчина, он на грузовике что-то развозил по маленьким городкам вокруг Мозыря. И я так и не поняла до сих пор, может быть, я уже не все помню, зачем, но как будто бы нужно было ему в чем-то помогать и с ним ездить. Вот. И, ну, я как бы ничего не заподозрила, и там что-то мы, в общем, я с ним просто ездила, все ждала, когда будет моя какая-то, как сказать, задача мне озвучена. В одной из маленьких деревенек он мне купил мороженое в магазине, просто возвращается, там что-то пошел выгрузиться, и что, возвращается с мороженым. Я думаю, ну ладно, дальше ездил. Я думаю, ну может это первый день, может пока я просто смотрю, потом буду что-то делать. В общем, примерно так уже под самый конец дня в какой-то момент, а это прям взрослый мужчина, очень, ну даже если бы он не взрослый, все равно прям 50 с чем-то лет, он взял и положил мне руку на колено. И я как-то так сразу что-то, ну, понятно, да, так встрепенулась, убрала, еще что-то. Ну, то есть я ничего такого прям жесткого не сказала просто. И на следующий день он меня больше не позвал на работу. Ну, я не знаю, может быть, мне не нужно было идти, просто тогда еще, говорю, была маленькая, наверное, как-то даже не до конца осознавала, наверное, еще так мало говорили, что даже это насколько это ненормально. Вот, я думаю, что вот это тоже такое, что получается, вот даже с каких-то таких малых лет, получается, я искала возможность заработать и действительно столкнулась. Ну, я сейчас думаю, что, наверное, это была какая-то действительно реальная опасность. Просто мне повезло. Ну, вот говорю, тогда я до конца не осознавала. В целом, сейчас я уже, когда взрослая, понимаю, что если я просто пришла и такое видела, я бы уже никуда не поехала с каким-то мужиком на грузовике. Вот, наверное, это одно из самых таких первых, когда... То есть даже я как-то не задумывалась, что из-за того, что я женщина, девочка, это может как-то влиять. И вот такое было. Я не знаю, там, если смотреть, как я реагировала на твою историю, у меня, наверное, 1000 эмоций вот этих вот выжимания жука. Саша, у тебя было такое? Ну, мне кажется, в первый раз, когда я столкнулась с чем-то подобным в профессиональной среде, это было еще в подростковости, если говорить именно не про оплачиваемую работу и так далее, а в художественных заведениях, когда ты художественное заведение, когда ты ходишь в художественную школу или в какую-то студию, и в коллективе, где много женщин, девочек, появляется один ученик-мальчик, в большинстве процентов случаев преподаватель выделяет его. И даже если, ну, как бы, потому что это редкость, когда художник мужчина и приходит учиться в какое-то профессиональное заведение. И вот, мне кажется, я тогда в первый раз столкнулась с этим. Ну, как выпускница журфака, я скажу, что это базовая такая установка, что ого, парень на журфаке, ничего себе, наверное, он молодец, как минимум. Но это особенно, он особенный. А вот, ну, что-то такое творческое, в целом это все начиналось, может быть, еще в школе, где-то в старших классах, в университете. И там тоже такое было, что мальчиков меньше, и в целом как будто бы, ну, так как я там всегда стремилась, хотела быть там режиссером, сценаристом, понятно, что это как будто бы, даже, может быть, я и не хотела бы, но роль лидера в каком-то смысле, или не в каком-то. Вот, и там тоже достаточно часто, когда как-то надо было выбрать, например, кого из там целой группы, например, назначить режиссером там, главным, то даже если, например, бывало такое, я там почти весь сценарий там предложу там, или идею, или еще что-то, ну, в плане как-то распишу, все равно, например, вот помню, был такой случай, например, все равно как-то выбирали, назначали мальчика. Вот, наверное, тоже тогда. А вот в связи с этим ты можешь порекомендовать 3-5 каких-нибудь женщин-режиссерок, на которых стоит обратить внимание? Возможно, из Беларуси, возможно, повсемирно. Вот если из белорусских режиссеров, вот сейчас вспоминаю, Саша Кулак, например, Мара Тамкович, вот у нее недавно полнометражный фильм вышел, игровой, так, Влада Синькова, Воля Чайковская
тоже вот фильм сняла недавно. Так. Юлия Шатун. Да, я только ждала вот Не, этой ну, драматичной паузы. Вот, не знаю, ну, наверное, точно кого-то забыла сейчас, это просто те, кто мне первый Но вспомнился. это и не все. Всех перечислить Ну, не очень ну, реально, наверное. Ну да, я имею в виду, что это просто те, кто, вот я, может, как-то... А если, например, говорить из таких международных, это вот, например, Ангела Шенелик мне очень нравится, Лукреция Мартель, Андреа Арнольд и, может, еще... Ой, забыла. Не Ангела, тоже бельгийский режиссер, которая сняла, тоже документалистка. Похоже именно на Ангела Шенелик, только чуть другой. Шанталь Акерман. Шенелик просто Шанталь Акерман, Ангела, Шанталь Акерман. Ну вот, например, это такие, наверное, 4 моих любимых. Часто, не знаю, к обсуждению такое есть. Мое наблюдение, что если женщина проявляет какие-то претензии, либо пытается как-то защитить свои границы на работе, в рабочей среде, ее считают, извините, но агрессивной сукой. Но если это делает мужчина, то это как будто бы достаточно часто считается, база. Он, не знаю, там, он лучше знает, он зарабатывает. Что? Сильный лидер. Он сильный лидер. То, чего мы хотим все, сильного лидера. Предлагаю к обсуждению этот тейк. Ну, я не уверена, насколько я с ним согласна. Наверное, 30/70. Я не решила, что где. Это достаточно большая разбежка, чтобы решить, где ты. Но окей. Я иногда там, иногда на 70, иногда на 30. Но мне кажется, что агрессия в любом случае чаще всего она неуместна. Я не считаю, что если мужчина проявляет ее в рабочем процессе, это показывает его как лидера. Но я знаю про себя, что когда я нервничаю или когда меня человек не слышит, я могу стать агрессивной. Это нормально. И наш технический директор Костя после одного сета недавнего, пару месяцев назад, сказал мне, что я слишком агрессивная была как-то на нем. Это был наш способ коммуникации с режиссером, потому что по-другому он меня не слышал, к сожалению. Потому что чаще всего, когда ты женщина, ты не можешь... Я прихожу на сет, и если особенно режиссер мужчина, у меня было мало работы с режиссерками-женщинами, но если это мужчина, то чаще всего он тебя просто не слышит. И единственный способ как-то достучаться до человека — это побыть агрессивной. Я учусь не скатываться в агрессию, но как-то более рьяно отстаивать свои границы, чем я это делала в жизни, например. Но я не нашла эту здоровую границу еще. Формула не ясна. Да. В процессе. Хорошо. Я бы сказала, в смысле, я имею в виду, что если заменить слово, представить, что это не прям такая агрессия направлена на кого-то, например, больше такая какая-то жесткость, строгость, то, наверное, да, есть такое. И действительно, что к женской такой жесткости или строгости относится как будто бы с большим предрассудком, как будто бы, не знаю, могу сказать, что у нее там что-то с нервами или еще как-то. Все-таки, мне кажется, до сих пор мужчинам как будто бы это больше прощают. Вот, и мне кажется, что у меня с этим связана, например, у самой проблема, потому что я помню, мне даже как-то друг сказал там на одних наших съемках, где я режиссером была, он сказал: Юля, ты там слишком мягко с всеми разговариваешь, так режиссер себя не ведет. Вот, то есть, типа, ты так режиссером не будешь. И я как бы понимаю, с одной стороны, я не люблю, я не считаю, что нужно как-то стереотипно, что если режиссер, он будет ходить на всех кричать там на съемках. Я такого не люблю. И я не хочу быть таким человеком, я хочу, чтобы со мной так общались. Вот, то есть хочу эти какие-то стереотипы разрушить. А с другой стороны, не знаю, что с другой стороны. Ну, в общем, я как будто бы... наверное, то, что я как будто бы сама даже боюсь как бы что-то такое делать.
Наоборот, стараюсь все время, ну, по крайней мере, то, что я заметила на съемках, наоборот, все время стараюсь как будто бы всем, ну, вот, может быть, это даже и мешает, потому что я подхожу не типа там сделай то-то, подхожу, извини, пожалуйста, можешь вот там, пожалуйста, сделать то-то, если ты не против, если тебе с этим комфортно, или там, ну, всякое такое, в общем, да, наверное, потому что чувствую, что как будто бы во мне это не примут, я не знаю, ну, в общем, да, мне кажется, есть такое. Я прям супер сильно релейчу все, что ты говоришь, потому что последние энное количество лет я работаю как менеджерка, и я все время прохожу через вот этот путь разрешить себе быть строгой и не бояться этого, наверное. Потому что периодически мне надо быть строгой к людям, которых я считаю, типа, за супер каких-то гениев в своей сфере. Но они могут быть не гениями в чем-то другом, не знаю, в соблюдении графиков, там еще что-то. И это, конечно, сложноватая такая история. Не... Суть в том, что вы не хотите быть такими, или в том, что это есть какой-то механизм, который не позволяет просто из-за социального конструкта быть какими-то более строгими и агрессивными? Ну да, интересный вопрос. Мне кажется, в последнее время я научилась кайфовать от того, что я периодически злая сука, что в рабочих вопросах, что в каких-то вопросах того, как я хочу, чтобы ко мне относились, как я отношусь к миру, потому что начинает доходить фраза, мысль о том, что если ты о себе не позаботишься, то, ну, в принципе, никто не позаботится. И вот это вот розовое ощущение того, в чем вырастили меня, и я думаю, что многих из нас, как девушек, девочек, женщин, что относись к другим, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И ты же девочка, и там, не знаю, мягкая сила, soft power, вот это вот все. В итоге это не всегда работает. И если это не работает энное количество раз, то я считаю весьма легальным сказать, что, мне кажется, вы тут уже не правы. Вот. Так что я считаю, что это такое социализация плюс, ну, гендерная, плюс вообще просто какая-то, возможно, это такое белорусское, не сраться. Национальная идея. Да, национальная идея устраивать бульбасрач только в Фейсбуке. В жизни сраться неудобно. Да, интересно. Не, ну да. Я еще подумала, что тут тоже вот если говорить про агрессию, ну или вот, не знаю, там как строгость, то это смотря на какой ты находишься позиции тоже иногда, потому что, ну, в общем, с одной стороны, я поняла, что, наверное, мне не хочется быть там строгой, агрессивной, еще что-то, потому что я бы не хотела, чтобы со мной так общались. Ну, я просто себя знаю, что я и так все и без этого сделаю, как нужно. Но, с другой стороны, иногда почему-то вот некоторые люди как-то вот эту мягкость не так считывают, то есть, ну, наглеют из-за этого, как-то мягкость принимают за слабость. И вот с этим проблема, то есть я не понимаю, почему люди этого не понимают, что кто-то просто осознанно выбирает быть, не знаю, каким-то мягким, спокойным или там как-то спокойно реагировать, но не потому, что он не может быть более агрессивным. И ну вот, ну вообще в целом, мне кажется, вот если как менеджеру, там, режиссеру, руководителю лучше не быть каким-то вот агрессивным. Но вот мне кажется, что все-таки это какой-то человек, с которым людям должно быть комфортно работать. Вот я, наверное, из этого исхожу, с кем бы мне было комфортно работать. Кажется, что мы еще здесь разговариваем. Вот я вот слушаю наш разговор и участвую. И мне кажется, что мы все равно немножечко путаем разные детали, разные оттенки. Что это может быть строгость, может быть агрессия, может быть злость, может быть там неуважение. Токсичность. Что токсичность, да, это такой очень большой спектр. И мне кажется, в этом тоже есть какая-то заложена такая микропроблема, или не микро, что любое, как бы, что кажется негативным, вот здесь вот, оно по базе кажется тем, что лучше не применять в жизни. Не знаю.
Но на самом деле можно быть слушающим менеджером, менеджеркой, руководителем, слышать там людей, с которыми ты работаешь в команде, но при этом поддерживать какую-то строгость иногда, какой-то там, не знаю, распорядок или правила, но не уходить там, не знаю, в токсичность. Я часто слышу от там, радикальных феминисток, от тебя в том числе, Ну, я такая, типа, радикальная феминистка, но добрая. что вот эти тупые мужики во всем всегда виноваты. Но Не умеют ни в коммуникацию, вырастили их неправильно, все везде мешают. если что, я так не говорю, вот прям так. Но. Ну, я перевожу с тактичного. И вообще всех их нужно на отдельную планету лучше, не то что на отдельный остров. И лучше было бы, если бы мир был без мужчин. Женщины сами. Молодцы и справятся. Да. Ну вот что в это вкладывается? Это вопрос ко мне. Ну, это вопрос, к тебе в том числе. Но Ну, я думаю, что это сугубо ироничная такая реакция на то, что этот абсурд происходит очень долгое время в моей жизни. Он не прекращается и только усугубляется, особенно в последние годы, с правым поворотом, поэтому I don't know. Я бы не сказала, что было бы классно, чтобы мужики жили на отдельной планете. на отдельном острове возможно. Ну, и чтобы было понятное расписание доступа к этому острову. Чтобы это было как-то... Я поняла. Хорошо, чтобы мы их могли для чего-то Туристическая использовать. путевка. Да. Если что, когда я задаю вопрос, я не высказываю свою личную позицию. Но. Так Это же, как и я, да. просто провокация. Да, знаю я. Вот так мы и дружим с ней. Подкасты записываем. Юля, что ты думаешь про остров мужчин? Ну, точно бы стало, наверное, безопаснее в мире. Ну, то есть они, конечно, для чего-то нужны. И хотелось бы, да, иметь... Острова или мужчины? Острова и мужчины. Хотелось бы иметь к ним доступ. Но, да, если бы можно было... Конечно, когда... нам бы, женщинам, точно было проще, мне кажется, в профессии, да и во многих делах. То есть почему? Потому что, понятно, там та группа, которая нас угнетает тысячелетиями, если бы ее убрать из нашей жизни, то, наверное, было бы нам проще. Но в то же самое время, вот я тоже, думаю, сталкивалась с какими-то такими... Я, наверное, под никотином только токсичность какую-то подразумеваю, потому что человек, может быть, просто у него там с нервами непонятно, он там один раз что-то скажет громко и пойдет дальше, он нормальный. Все-таки вот с такими, как токсичными руководителями, я встречалась и с мужчинами, и с женщинами. Мне кажется, вообще в большей части моих работ были... у меня не так много я сменила, но были токсичные руководители, это были и мужчины, и женщины. Поэтому как будто бы это не от пола зависит, но... Не знаю, как будто бы, вот мне интересно, может быть, мне от женщин это как-то обиднее, потому что это, да, это какое-то вот, как будто бы, в общем, обиднее, когда женщина проявляет токсичность. Ну, да, меня всегда больше злит, когда женщина проявляет по отношению к женщине несправедливость. Ну, вот недавно Лиза мне сказала, что дала пищу для того, чтобы подумать, что женщины делают это, возможно, не по своей воле, а потому что они взращивались в этой системе патриархальной. Да. И я вот сидела, возможно, лежала, думала об этом всем. И как будто для меня это все равно не совсем является оправданием для того, чтобы женщина поступала каким-то похожим вот дискриминационным образом по отношению к женщине. Ну да, это не оправдание, это скорее объяснение. Вот я думаю, почему так. Но это точно не оправдание, потому что, как сказать, не все же женщины так себя ведут. В том смысле, это скорее просто объяснение, почему так происходит. Но я все-таки думаю, что тогда вот этот вот принцип того, что относись к людям так, как они хотели бы относиться к тебе. Наоборот. Относись к людям так, как они относятся к тебе. Все равно должен работать. Ну, то есть я не думаю, что
По крайней мере, в моем случае. Я выбираю для себя не делать каких-то поблажек из-за этого. Мгм. Ну да. Ну, мне сложно с этим, на самом деле, потому что я погружаюсь, чем больше изучаешь какие-то, не знаю, принципы феминизма, как работает патриархат, как работает современное общество и несовременное, тем больше находишь больше таких глубоких уровней, куда это проникает. И то же самое каждый раз, когда я думаю, о, все, я избавилась от внутренней мизогинии, все женщины прекрасны. Потом через день я сижу и думаю, сука, меня бесит вот эта вот девушка какая-то. Я сижу и думаю, она меня бесит, потому что она поступает каким-то образом не так, или потому что это ее поступки — это продукт патриархального мира. Там вот опять же там токсичная какая-то вот такая коммуникация от женщины к женщине, там какая-то более резкая борьба за ресурсы. И для меня это все время какой-то такой большой внутренний диалог. Но я пока что не нашла границу между тем, когда сказать относиться, Лиза, отнесись с пониманием, либо Лиза, забей, люди имеют быть право мудачками и мудаками. Не всех хочется, ну, не всех надо оправдывать, как будто бы, вот. Ну да, это не от пола, наверное, зависит. Да, То есть конечно. можно не иметь в себе мизогинию, а просто вот, то есть если это не из-за того, что она женщина, там ты к ней так относишься, то да, в целом, вне зависимости от пола, не все же люди в целом там приятные, там не все люди хорошие. А женщина вообще может работать, например, каменщиком? А что Как вы нет? думаете? Мне кажется, да, потому что вот у нас в Мозыре, по-моему, был какой-то строительный колледж, там тоже девочки учились там, ну, помню, и... Ну, я скорее про какой-то запрещенный для женщин список профессий, вот это вот то, не что знаю. обсуждается. Мне кажется, каменщик туда входит. Я не знаю, надо погуглить, Я точно входит ли туда каменщик или нет. Ну, Точно знаю, что могут шпаклевать, вот что-то такое, когда Ну, уже шпаклевать, обрабатывают да, готовые стены, это вот точно помню, там были такие, а так, ну, Ну, вот интересно. имеет ли этот список вообще смысл? Вот шахтером, по-моему, женщина не может работать. Может, есть какая-то дама, которая хотела бы спуститься в шахту за углем. Вот что ей делать? Дама в шахте. Мне кажется, там, насколько я помню, этот список профессий разрешенный, запрещенный формулируется на основе того, что женщинам же рожать надо будет. Ну, типа того, наверное. Ну, типа физиологические какие-то особенности. А вот, типа, если женщина не хочет или не может Если она ради работы в шахте хочет иметь отказаться. детей, и она понимает, что шахта — это ее обсессия, ее смысл жизни. Да. Семейное дело. Да. А дети, как бы, это не семейное в этом смысле дело уже тогда. Ну, интересно, может быть, это не только из-за детей, может быть, еще из-за чего-то, потому что я сейчас вспомнила то, что, например, вот на Олимпиаде же там или где-то в спорте, там все равно это же есть разграничение на мужчин и женщин, и вроде как это тоже объясняется каким-то именно вот таким Физиологией. биологическим различием. Даже был какой-то скандал о том, что... С трансгендерной персоной. Да, Да. нет, по-моему, даже там был еще момент, что просто была одна там легкоатлетка, у нее в целом как-то врожденно было больше мужских каких-то, что-то такое, что она так и выглядела очень похоже. И вот она выиграла, и потом там как-то инициировали, не знаю, какую-то проверку, в общем, какой-то там появился... или это было в боксе, вот в таком, как женском. Да, по-моему, это было в женском боксе. Но я к тому, что и там вот тоже вот эта тема поднималась, что как будто бы, ну, почему соревноваться в там, физических видах спорта не могут мужчины и женщины, вот, как бы, которые биологически разные. То есть, может быть, как-то списки профессий с этим связаны. Но я уверена, что там большая часть всего уже устарела. Если говорить, там, не знаю, про Беларусь, скорее всего. Если объективно все-таки, мне кажется, проанализировать, то, может быть, практически не было бы такого. Не знаю, может быть, там, допустим, в шахту нельзя опускаться, потому что, допустим, у женщин на столько-то процентов меньше легкие, допустим, да, по размеру, и там что-то там, они быстрее загрязнятся, ну, к примеру. Потому что они, ладно, больше увлечены солями.
Что, почему нет? Ну, в Беларуси же вроде как только солевые шахты. Солигорск. У меня в Минске все еще стоит огромный камень соляной. Мне мама когда-то привезла из Солигорска. Восхитительно. Ну, вообще, может быть, это решается тем, чтобы не просто взять какую-то профессию, запретить всем женщинам, а вот как там же проходит, как сказать, медицинское свидетельствование, подготовочка. Да, то есть у всех же людей разное здоровье, некоторые мужчины такие, как сказать, хрупкие, такие, что их куда их там отправлять, ни в какую шахту не отправишь, поэтому... Мне против. сложно что-либо сказать по этому поводу, потому что я человек 1,50 м с плюсом и весом 42 кило, и мне с детства говорили: Лиза, тебе придется работать мозгом, а не физической силой. А с другой стороны, Где сейчас? как раз в шахте, может, и нужно, чтобы человек много места не занимал. Да. Спускать вниз. Удобнее, как Да, бы. да. Так вшух. Ну, вы думаете, эти списки — это дискриминация или нет? Я думаю, все в каком-то смысле. Это вот дискриминация. из То, что мы живем в списков, дискриминации. Мне кажется, что все, что списки, это какая-то дискриминация, извините. Ну, типа, возможно, я слишком хорошо думаю о людях, но люди могут сами принимать решения за то, чем они хотят заниматься, как они хотят жить свою жизнь и какие у них приоритеты. Ну, может, это мой либеральный мозг дает сбой. Ну, то есть государство не должно об этом беспокоиться. Вот я говорю, можно анализировать у всех людей очень разные показатели здоровья, вне зависимости от пола. И, может быть, более индивидуально подходить. То есть, например, должны быть определенные показатели здоровья для какой-то работы, это понятно. А так, то есть, не знаю. Вот я, например, не знаю весь список, если там действительно что-то, что по какой-то причине. Вот я не знаю, что, например, если что-то такое, что может сделать мужчина, не может сделать женщина. Вот вообще. Ну, физиологически. Ну, да, нет, я имею в виду- есть. нет, я имею в виду с точки зрения вот, По работе? деятельности, да, профессиональной деятельности. Вот. Но смотря что мы считаем профессиональной деятельностью, потому что в порноиндустрии, возможно, не все может Ну, сделать любой женщина, которая... Нет, ну там же можно и мужчинам, и женщинам работать, Ну я в да, этом да, смысле. да, То есть да. если какой-то вид вообще деятельности, до которого, вот, можно сказать, ну, женщинам туда нельзя. Почему? Потому что либо, например, себе там как-то сильно навредят. Ну, вроде как, потому что если там, допустим, опасное производство, то мужчины же тоже участвуют в создании детей. То есть, по идее, им тоже нельзя как бы как-то Главное, иметь... слушайте, главное помнить, что Конституция не для женщин. А если гинеколог мужчина? Ну, не уверена. Не уверена. О, Ну, типа, я ну- не запрещаю им работать, но, Ну, типа, да. мой Ну, личный тебе. выбор. Ну, да. Только если женщина будет худшим специалистом, чем мужчина. У меня определенно точный ответ есть на вопрос гинекология там, и вот это вот все. Я обязательно пойду к женщине. Потому что очень много кейсов по всему миру, где мужчины-доктора накачивали, к сожалению, своих пациенток и насиловали. Тут надо будет каким-то образом запикать это слово. Но да, никто не в безопасности. А есть многие женщины, кто бы пошли, наоборот, там, к мужчине, поэтому, мне кажется, это нормально, Да. что когда мы выбираем, ну, выбрать, допустим, свой пол или не свой, когда мы выбираем того, кто будет прикасаться к нашему телу, это не потому, что мы там проявляем дискриминацию или что-то такое, это просто, ну, вот, психологический комфорт. Конечно. Поэтому, мне кажется, когда там женщина выбирает женщину с точки зрения того, там, перед кем она будет там раздеваться, кто будет трогать, мне кажется, это ну, нормально. Это не то, что мы там дискриминируем мужчин, которые работают в сферах, где больше женщин. Да. Я честно думаю, что если бы мужчины жили на одном отдельном острове, я бы чувствовала себя просто безопаснее. Нет, ну это 100%. Да. Ну, это база. Ну, да. Ну, я просто замечаю, что если какой-нибудь малознакомый мужчина или незнакомый мужчина заходит ко мне, например, в инсту и начинает просматривать все мои хайлайтсы, я замечаю, что он поставил на него лайк, у меня сразу такой, типа, алерт. Смотришь, выглядываешь в окно, не стоит ли он там, да, не смотрит ли. Ну, с женщинами у меня похожая штука, но все равно я себя более небезопасно чувствую, когда это делает мужчина, чем когда это делает женщина. У меня, в принципе,
ну, странное к этому отношение. Я начинаю тревожиться, если кто-то просматривал мои хайлайтсы. Это может быть еще мужчина с фейкового аккаунта, Да. типа женского, так что женщины Много тоже всего боятся. может быть, да. 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 Ну, Ну, в этом плане, да, абсолютно точно. Я понимаю, что... Ой, я там не знаю, я когда иду за посылочкой вечером к почтомату, я, когда зимой, это один путь, зимой или летом я иду, один, абсолютно. Но зимой темнее, я буду идти вот так вот с перцовкой и вот так вот с ключами, и не буду в этот момент в телефоне сидеть, потому что мне надо будет резко среагировать. ну хотя вот если так подумать, это же все-таки у нас не какие-то не стереотипы, потому что вот мы на факты опираемся. Ну, в плане, Да, да, почему нам конечно. страшнее. Это не в смысле, что мы такие просто так боимся мужчин, потому что они мужчины, потому что они другие. То есть, по сути, я имею в виду, что как много мы слышали ситуаций, когда женщина просто так на улице напала на женщину. Не знаю, когда нашла в почкомат. Я еще где-то читала, что проводили такой опрос, или что такое женщин, что вот если они идут, если женщина идет одна по лесу, кого бы ей было страшнее встретить, медведя или мужчину? Да, это что многие ответили, что мужчину. Ну, в смысле, одинокого медведя или одинокого мужчину, если она идет. Ну, медведи довольно быстро бегают. От него можно на дерево забраться. Нельзя. И он еще может От в целом на тебя медведя не можно, от напасть. мужчины, по-моему, нет. По-моему. Вот, кстати, по поводу мужчин я не уверена, по поводу Ну, медведя я более по уверена. идее, медведь вообще может и не напасть, он не факт, что будет нападать. То есть Ну, я так возможно. понимаю, что... Я не защищаю мужчин. Я защищаю Просто медведя. защищаю Ну, я имею в виду, то, что они хищники. Ну, просто у медведя как будто бы вообще не может быть изначально желания Покушать сделать, женщиной. да, сделать как бы зло женщине. То есть, скорее, то есть, если что-то скорее что-то поесть, такого... действительно. Нет, ну, я имею в виду, что если не случится, я так понимаю, раздражающего фактора, то они могут и не нападать. Ну, я имею в виду, что... Мне Вот. кажется, это не соотносится со всем тем, что мне рассказывали о медведе. А мне вот тут недавно, наоборот, даже как-то сказали, что не факт, что ну, что-то такое произойдет, что там что-то можно еще притвориться, например. Притвориться мертвым. Вот медведь, может, уйдет, А мужчина маньяк. скажет, Да. Ну, да, нет, я имею в виду, конечно, если у него изначально, скорее всего, какие-то уже были, вряд ли, ну, я имею в виду, какие-то преступные мотивы. Ну, вот, не знаю, Чикатило, он же всех так и убивал в этом в лесу. Там через лес шла какая-то дорожка в их городок или в деревню, не помню, с остановки. Он так там всех и убивал. это защитная реакция. Я просто, пока ты рассказываешь, Саша начинает смеяться, а я вспоминаю, что в прошлом, то есть в 2025 году в Литве устроили целое, не знаю, в медиа карнавал про то, что к людям начали выходить медведи, и сделали целую карту, где встречали медведей, и там можно было там онлайн смотреть, как давно они там были, какие артефакты оставили. Артефакты это... Ладно. Покакали. Ну, да. Кстати, по поводу вот мужчин и медведей, то есть насколько чаще медведи убивают женщин, и как часто мужчины убивают, если сравнить? То есть вот если выбирать, кого больше бояться, наверное, медведи все-таки реже. Это немножко... Ну, понимаешь, медведи не живут среди нас. Ну, вряд ли сейчас кто-то из команды снимет свою кожу, и там будет медведь. Ага, не ожидали. Попался. Вы бы как себя чувствовали, работая чисто в женском коллективе? Когда даже не когда там женский коллектив и есть какой-то начальник мужчина, а вот когда полностью женский коллектив, начальница женщина, там, инвесторы женщины. Я думаю, что это было бы одинаково хуёво, потому что это одинаково сложно работать с любыми людьми вне зависимости от пола. То есть даже если было бы мужчины изолировались бы, самоизолировались на острове. Самоизолировали. Ты такая, никакого насилия, пусть они сами примут это решение. Да, ну там что, как в Древнем Риме. Ладно, не будем продолжать. Я думаю, что это было бы одинаково в какой-то мере сложно, просто возникли бы другие проблемы. Потому что это все-таки скатывается к тому, что люди... Это сложная штука коммуникация, и люди одинаково плохо, вне зависимости от пола, могут с этим как-то справляться. С тем, чтобы здорово коммуницировать. С такой вот какой-то очень жесткой токсичностью. Вот, наверное, от мужчин я больше сталкивалась с каким-то вот прямым пренебрежением.
или вот чем-то таким, а с таким вот косвенным каким-то скрытым, с такой какой-то токсичностью, вот как раз-таки, ну, лично в моем опыте у меня было вот от женщин. Но вот если говорить, например, про сферу кино, то я думаю, что я бы больше предпочла работать более в женском коллективе или, например, собрать команду из женщин. Но я думаю, что именно в кино это связано с тем, что это такая как будто бы сфера, где как раз-таки очень много стереотипов. Она очень иерархичная. И вот многие стереотипы с точки зрения того полов, да, что там часто режиссер ассоциируется больше с мужчиной или там оператор и какие-то другие такие роли. И я в целом, наверное, чувствовала иногда, когда мне приходилось где-то на площадке работать с мужчинами, хотя я как бы главнее, все равно я от них чувствовала. Или даже еще в моменте обсуждения только, например, с мужчинами, допустим, по звуку или с операторами. Бывало такое, что я чувствовала какое-то ко мне... Ну, короче, как будто бы не до конца они мне там верили, да, потому что я вообще делаю. Вот я понятно, что я себя, может быть, веду там не супер там самоуверенно, да, есть женщины, которые себя более так ведут, но это тоже, думаю, исходит из каких-то других штук. Ну, то есть получается, что если я им не показываю там специально какую-то свою уверенность, такую жесткость, не веду себя как стереотипно должен вести режиссер, там прийти сказать, значит, так. Там, я там это... Ну, а просто обычно, там, нормально, по-доброму, как будто бы, ну, с ними так наравне или вот, в общем, поэтому, наверное, я бы вот как раз-таки в сфере кино, думаю, мне бы было комфортнее работать со съемочной группой женщин. Вот. Возможно, у меня сейчас сформулировалось какое-то очень непопулярное мнение, но я поняла, что иногда мне с женщинами работать сложнее, чем с мужчинами. Сейчас поясню почему. Потому что я сейчас априори отношусь в этом мире патриархальном к мужчинам каким-то таким образом, что я могу вот там вот типа что-то подшутить, поиронизировать и вот это вот все. К женщинам я априори всегда ставлюсь большим вниманием, то есть трачу больше ресурса. И как будто бы, я не знаю, это не сформулированное до конца мнение, но я вас пока слушала, поняла, что возможно по количеству энергии, которую я бы отдавала бы, я к женщинам буду больше внимания уделять, чтобы им было безопасней. Я чувствую, что часто к женщинам я отношусь тоже с вот это вот, с каким-то кредитом доверия, с кредитом эмпатии, который меня никто, по сути, не просил давать. И потом это часто может оборачиваться мне боком. Ну, то есть, как будто из-за того, что ты даешь вот этот вот кредит доверия, что женщина априори лучше, чем мужчина, и будет, ну, мне кажется, что с тем, что ты выделяешь человеку больше эмпатии, появляется вот это вот ощущение, что ты наделяешь его как будто бы большим достоинством по отношению там, с мужчинами, что женщина больше достойна твоей эмпатии, чем мужчина. Не уверена, что это так работает. Ну, что, типа, если я чувствую небезопасность от женщины, и в том числе от тебя, то я начну также защищаться от тебя. Ну, вот, типа, если мы работаем, вот как на подкасте и так далее. То есть ты думаешь, что у тебя это в равновесии? Да, то есть... Что если ты даешь больше, то ты предъявляешь больше, требуешь. Да. Ну, по базе. Просто я как будто бы от мужчин меньше ожидаю, наверное, потому что... Вот у меня как будто в целом вот в этом проблема, что типа как будто, ну, не у тебя конкретно, а в принципе от общества, что от мужчин типа слишком мало ожидают. Нет, как будто к женщинам и в плане работы, это то, что мы уже обсуждали в, например, каких-то творческих учебных заведениях, что по базе к женщинам гораздо больше требований в их профессионализме, и им гораздо больше нужно доказывать свою нужность и свою обучаемость, чем мужчинам. Мне кажется, часто такое бывает. Иногда сначала женщине нужно доказать, что она в этой сфере не хуже, чем все остальные мужчины, да? А потом уже что-то еще. Ну, да, иногда такое бывает, конечно, понятно. Бывают разные случаи, где-то уже какие-то, не знаю, компании там, или еще что-то более современное. Но в целом, да, мне тоже кажется...
Ну, что да, вот интересно, что получается, что, может быть, как будто бы иногда может так получиться, что действительно к женщине, может быть, как будто какие-то повышенные требования, не знаю, к ошибкам мужчин. Даже, может быть, это же такое наблюдал. Он там что-то вот сделает, что-то вот у него не получится, какой-то это там, ну, с него там, не знаю, там что-то пошутит и там замнут. То есть как будто бы могут даже более, не знаю... Снисходительно. Ну да, снисходительно, но уже в положительном смысле. Наверное, такое бывает иногда. Как вы вообще... Я хочу прокомментировать предыдущее. Там логическая ошибка есть. Потому что меньше ожидать — это не всегда хорошее снисходительное. Что Ну типа да. пусть делает как угодно, и ему все разрешается. Нет. Меньше ожидать — это значит, что я не ожидаю, что этот какая-либо персона для меня становится, не знаю, привлекательным в плане любой сферы жизни. Потому что чем больше человек способен брать или способна брать ответственность, тем более для меня это привлекательный человек с точки зрения взрослого человека, с которым я хочу строить дела, семью, отношения, что угодно. Поэтому, мне кажется, там надо разделять. То, что вот мы говорили в начале, мне кажется, еще, что да, там один мальчик на группу в художественной школе, значит, он уникум, это одно снисхождение. А то, что я потенциально не ожидаю от мужчин того, что они будут хотя бы пытаться понять женский опыт в патриархате, это другое. И это как бы две разные категории. Поэтому то, что я говорю, что я от мужчин ожидаю меньше, это значит, что не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Я хотела заметить, что мне кажется, что у тебя это вполне здорово выстроено в плане того, что когда ты говоришь про то, чтобы не ожидать от мужчин то, что они будут понимать проблемы патриархата, мне кажется, что тем самым ты делаешь выбор просто не соглашаться на меньшее. Да, ну, то есть я буду дружить, выстраивать в каком-либо образе более глубокие взаимоотношения с человеком, который будет готов изучить мой опыт. И мне кажется, это вообще все взаимоотношения строятся так, более глубокие, когда человек интересуется твоим опытом жизненным и хочет там узнать, что там, как, вот это вот все. Ну, и это относится к мужчинам в том же смысле и патриархата, понять, каково тебе как женщине там в профессиональной среде, безопасности базовой, там, здоровье, что угодно. Вот это вот все. Да. А вот приходите вы домой после тяжелой смены, после, не знаю, онлайн-работы, после съемочной площадки, и там вы сталкиваетесь с каким-то, ну вот, неприятным поведением от мужчин по отношению к вам, возможно, каким-то незаметным. И наверняка вы чувствуете какую-то фрустрацию, возможно, злость. Как вы справляетесь с этими эмоциями? Ну, у меня сейчас такого нет. Мне повезло в плане, чтобы я приходила домой, и у меня как-то ко мне плохо относились, не знаю. Возможно, какие-то незаметные действия. Ну, в принципе, по жизни. Вот, например, та история с грузовиком. В этом смысле, что не дома к тебе плохо, Да, где-то... да. Все, я поняла. На работе. Тогда да, такого... Да, То есть что-то произошло, условно говоря, за день, я прихожу домой и такая, что за дичь сегодня произошла, да? В смысле, как с этим справиться? Ой, да ничего, пойти там с подругой выпить пиво, перетереть какие-то все мужики, ну не все, или там как там часто... Не знаю. Мне кажется, это очень хороший опыт какого-то а-ля сестринства, потому что я для себя это открыла недавно. Мы с моей хорошей подругой как-то собрались месяца 2 на кофе, и так получилось, что все 3 часа, что мы сидели, все, что мы делали, это обсуждали мужчин в индустрии и наш опыт работы с ними.
И такого облегчения, как после этой встречи, я не чувствовала никогда. Потому что ты наконец-то поговорила с человеком, который может провалидировать твой опыт, как-то с ним соотнестись и поддержать тебя в этом. И меня это как-то очень радует и греет, что ли, что вот есть такие люди, такие женщины, к которым можно обратиться за поддержкой. Не, ну да, если... Мне тоже это больше всего помогает. Мне кажется, что классно, что... Ну, в общем, да, классно, когда есть какая-то, не знаю, подруга или коллега, с которой вот можно обсудить это, послушать, что у нее, может быть, что-то есть подобное, и как-то, да, становится действительно легче. Мне в голове сразу просто два рилса. Один рилс — это там, где вот это вот, когда тема мужчины, и все женщины сидят вот так вот, там, знаете, вот эти вот драматичные лица. А второй рилс — это когда я выгляжу очень милой, но в тот же момент, когда я встречаюсь с подругой, обсуждаю что угодно, в том числе и мужчин, и там все вокруг пидорасы и уебаны. Или что-то там такое было. Что заблюрим все эти слова нехорошие. Но смысл в том, что мне кажется, поделиться злостью и раздражительностью, раздраженностью на то, что происходит, и получить валидацию — это просто супер. И мне кажется, сестринство — это супер недооцененный какой-то способ держать свою менталочку тут, где-то в голове. И плюс женщины, блин, настолько супер прекрасно талантливые, и мы настолько часто сами вот не замечаем, как каждый из нас талантливый и уникальный, что вот так вот собираясь периодически таким вот шабашем, сидишь и думаешь: вау, какие все классные, как много можно чему научиться друг от друга. Вот. Ну, как мы сейчас тоже собрались, обсуждаем, перетираем. Подружки, будем потом комментарии читать. Приходите, мы готовы сраться. Да. Поэтому пишите комментарии, оставляйте свои мнения по поводу мужчины и медведя. Кого бы вы предпочли? Почему? Мужчину и медведя. Кого вы встречали чаще? Да, подписывайтесь обязательно, потому что большая часть смотрит, не подписываясь. Конечно, не знаю даже, что по этому поводу сказать. Ну и деньги оставляйте свои. Конечно. Нам сложнее как бы это деньги там находить. Совершенно точно сложнее, чем медведям. Потому что у них нет денег. Потому что они расплачиваются листиками. Ты не поняла. Малинкой там. А не вот это вот все. Ну, возвращаясь к тому, что со всеми людьми одинаково сложно работать, как вы думаете, есть ли какая-то общая токсичность в плане рабочей коммуникации на нашем постсоветском пространстве? 100%. Это стиль коммуникации, я думаю. Ну, по крайней мере, то, с чем я сталкивалась. Про свой опыт могу сказать. Ну, я тоже так думаю. Я поработала как и с американской, так и с европейской средой. Ну и перед этим с белорусской. Мем про Slavic Face — это не мем. Здороваясь особенно там с американскими коллегами, где вот это вот «Hey, hello, how are you?» Я такая... Я просто в некоторые моменты понимала, что на всем созвоне у меня со всех людей самое напряженное лицо, а это мое базовое лицо. И я долгое время, начав работать с другими культурами, ожидала какого-то подвоха. Как от постсоветских вот этих вот наших стран. Что типа да, вот это вот тут там типа тебя спрашивают, как дела, а потом аккуратненько. За спиной. За спиной, там где-то еще. В кулуарах. В кулуарах, да. Ну, мне кажется, да, это я совершенно согласна с Юлей, что это стиль.
А с кем тебе сложнее работать? С более западными людьми или с нашими некультурными? Более восточными. Да, более восточными, нерадостными лицами. Сложный вопрос. Я не знаю на него ответа. Может быть, дело не в лицах даже, скорее. Да. А вот как раз-таки лица могут быть нормальные, а скорее в каком-то, ну, в смысле, не... Да, Мы не про лукизм. Да, ну я имею в виду в смысле, что выражение лица тоже может быть разное, но я к тому, что вот какой-то именно изначально, ну не знаю, да, подход в общении. Майндсет какой-то. Да, то есть я тоже какое-то вот время поняла после своего опыта, да и до сих пор, наверное, постоянно ждала или жду подвоха от людей, с которыми там что-то делаю, и ну, думаю, ну сейчас вот что-то, ну а потом ничего не влазит, ну в общем, да, потому что изначально как будто бы мой опыт был связан с таким очень токсичным стилем. Я даже в какой-то момент, ну, до какого-то момента думала, что это норма. Теперь понимаю, что это вообще... Но мне кажется, вообще идет тоже, кстати, мы с вами чуть говорили вообще, это сейчас, наверное, по-модному называется токсичность, а так-то вообще это как хамство. Да? Ну вот знаете, когда же, по-моему... Да, вот знаете, по-моему, то ли Набоков, то ли кто, он даже специально, это же вот в других, по-моему, языках, в английском, в крайней мере, не существует этого слова, он там делал целую такую то ли мини-лекцию, то ли статью написал, чтобы объяснить это понятие. Потому что оно свойственно именно вот где-то, да, вот нам какой-то нашей культуре. Слово токсик. Да, ну может, это не прям то же самое, но вот мне кажется, это просто очень близко. То есть как будто просто хамство это типа как прям напрямую, возможно, а токсичность это ну, не всегда напрямую, вроде как, мне так кажется. Чуть-чуть скрыто. Типа как будто бы и не придраться, но понимаешь, что тебе что-то ну, плохое сейчас делают, да, по отношению к тебе или там ведут себя. Мне кажется, хамство — это открытое. Да, я же говорю. А токсичность — это может быть энергетический вампир. Как Слава Кмит. Смотрите выпуск со Славой. Прошлый. Вот. Да, совсем Какая-нибудь подсказка. месяц будет. назад. Да. Вот, короче, мне кажется, что токсичность — это как будто бы супер-гипер такое большое понятие, в которое входит хамство каким-то таким ящичком. Но туда... Я думаю, наоборот. Я думаю, что хамство — это вот большой ящичек, а токсичность — это внутри. Хамства тихого не бывает. Ну, поэтому... Ну, а может быть и бывает. Может быть у нас ассоциируется с тем, что человек сразу там поорал и так далее. А может быть, если он просто как-то вот действительно так вот как-то токсично разговаривает, то есть, может быть, это есть как бы неинтеллигентно. То есть, вот, действительно, может быть, это и есть похоже. Вот не знаю, но это просто надо примеры вспоминать. Интеллигентное хамство. это вообще Нет, нет, хамство это когда вот не какой-то вот неинтеллигентный ответ. Вот, кстати, я бы сказала, что можно даже, оно может быть не очень громким, но вот действительно, вот просто, знаете, вот я сразу, у меня какие-то воспоминания там, какие-то, не знаю, поликлиники, еще что-то, и вот как тебе могут ответить. То есть как будто бы отвечать вежливо, но в то же самое время как-то так обидно стало. Ну, то есть они тоже не то, что вежливо, в смысле, тебя напрямую не послали, вот мне кажется, это тоже... Это искусство, я считаю. Да, это близко к токсичности, которая часто бывает на работе. То есть иногда могут что-то такое сказать, что как бы, ну, вроде напрямую тебя там не оскорбили, но стало очень сильно неприятно. Может быть, это даже достаточно близко к хамству и есть. Мне кажется, что люди, которые сидят в очередях в поликлинике, проходят какую-то свою школу слуг. Только так я могу объяснить, не знаю, их какую-то изобретательность в токсичности и в хамстве и в отстаивании своих границ. Подожди. Слишком агрессивным. Мне кажется, что если ты... Там, к сожалению, есть чаще еще возрастной как бы такой моментик. Вряд ли тебе девушка вот твоего же возраста нахамит. Ну, В поликлинике такое очень нет. часто бывает, на самом деле. Ну, Да. бывало раньше, потому что сейчас я не общаюсь с людьми. Мне вообще-то люди не нравятся. Поэтому всем пока, мы выключаем камеры. Ну, это, конечно же, ирония. Но я довольно мягкий человек. И очень часто бывает такое, что появляется какая-то девушка моего возраста, которая просто более доминантна от природы, и она может мне нахамить. Я, возможно, даже ей ничем не отвечу. Я думаю, это вот про что Юля говорила.
про то, что ты можешь просто интеллигентно, вежливо относиться к людям, а они могут это воспринимать за слабость. Да. Ну и в работе это тоже очень часто такое происходит. Это тоже для меня такой удивительный, как это сказать, момент, скорее. Ну, я думаю, что есть разница между тем, чтобы относиться к человеку интеллигентно и с пониманием, со спокойствием, и просто промолчать. Ну, как бы съесть то, что тебе дали. Ну да, но это тоже тонкая граница. Иногда Ну, просто мне лучше кажется, не я её ввязываться в какую-то... внутренне хорошо чувствую, потому что, например, после какого-то такого вот конфликтного момента проходит там какое-то количество времени, я человек тревожный, и я обрабатываю эту ситуацию в течение нескольких часов, скорее всего, когда я не могу уснуть ночью. Я думаю, что нужно было ответить на это как-то. Не нужно было смолчать, потому что я в моменте себя уже чувствовала, что, мне это не нравится. Ну, это ж вот эта вот база, когда Ну, это- перед сном прокручиваешь все события своей жизни и думаешь, вот сейчас я придумал лучший ответ, который вот Оскар можно было бы вручить. Да. Но в тот же момент я смолчала не из-за вежливости, не из-за спокойствия, а просто потому что, Ты не ожидала. я не ожидала такого от людей по базе. Да, это какое-то внутренняя интеллигентность или неожидаемость хамства, потому что ты его не проявляешь к другим, сбивает, наверное. Ну, Да. и если мы возвращаемся к женской социализации, Спасибо. если мы возвращаемся к женской социализации, то это ж вот это вот, не знаю, будь мудрой, смолчи. Ну да. Не нарывайся, не знаю, что там еще. Ты должна быть тихой. Вот это вот, короче. Покладистый. Покладистой. Женщина не должна быть громкой вообще. Громко смеяться, высказывать свое мнение. И громко чихать тоже. Ну да, с одной стороны, как будто бы сейчас тоже все типа как бы поменялось, это, как будто бы поменялось, но с другой стороны, я подумала, что я замечаю часто, что мне все равно как бы неловко, если что, быть не такой, как ты перечислила. То есть как будто бы чувствуешь это немножко какой-то стыд, что не получилось сохранить, не знаю, какое-то спокойствие, невозмутимость. Ну, потому что, с другой стороны, спокойствие и возмутимость среди мужчин и среди женщин, мне кажется, тоже воспринимается по-разному, потому что как будто бы спокойствие и невозмутимость среди мужчин тоже больше уважается. Типа он такой спокойный, как-то только это все отреагировал, там еще что-то. Ну, с женщинами как-то не так, как будто бы ты спокойно, ты никак не отреагировала, бывает часто плохо, ты там как-то не отстояла, например, себя или еще что-то. А когда ты отреагировала, то тоже... Вот я заметила, что мне до сих пор, если я как-то реагирую там, где нужно реагировать все-таки, я потом часто как-то мучаюсь, думаю, блин, может, не надо? То есть как будто бы мне хуже. То есть не ответишь, обидно, тоже, что не ответил. А если ответишь, как будто бы я дольше мучаюсь, я заметила. Так-то тебе хоть за себя самого обидно, кажется, вот они плохие, а я хорошая, например, меня обидели. А когда ответишь, то оказывается, блин, так я, наверное, плохая тоже, раз я ответила. Ну, что-то такое есть. Это как будто бы ответственность за силу голоса или за проявление какое-то такое. Ну, да. Ну, в смысле, что как будто бы стыдно, что... Ну, короче, за какую-то реакцию, да, в целом, что реакция была какая-то заметная, например, да, проявление, там, это, не знаю, агрессии, или, ну, это, наверное, не агрессия. Ну, короче, да, реакция, а не просто там пропустить и пойти дальше. Слушайте, ну, вообще, я не помню, то ли агрессия, то ли злость, по-моему, агрессия. Это эмоция, которая помогает достигать желаемого. И на самом деле, ну, как у психологов, там, психологиня считается. И поэтому, на самом деле, она-то не то чтобы плохая. Ну, я просто думаю, что агрессия — это еще не совсем эмоция, это скорее какой-то внутренний импульс. Ну, чувство. Злость — это эмоция. Наверное. Наверное, окей. Я не скажу точно. Ну, это вот как и ярость.
Ну да, но вопрос, как она потом в итоге, в чем выражается, проявляется. Я имею в виду, что, наверное, когда просто, если вот говорить про какие-то ситуации, то есть скорее, что я согласна, что какая-то агрессия, ярость, негативные эмоции — это абсолютно нормально. Скорее иногда бывает стыдно, что почему-то, например, когда случается что-то плохое, и ты в итоге как-то что-то отстаиваешь, даже, может быть, ничего плохого не сделал, просто вот, не знаю, отстаиваешь свои границы, свои что-то, и Да, где-то да. достаточно приходится быть жесткой, вот за это как-то до сих пор стыдно. А когда это, например, человек в каких-то других сферах, не знаю, в спорте или в искусстве, то это, пожалуйста, наоборот, хорошо. Ну, вот это все, конечно, очень грустно, меланхолично, Но вот тревожно. А может, есть что-то вот хорошее? Как изменилась гендерная ситуация за последние годы? Может, все-таки что-то хорошее появилось? Как вы думаете? Ну, мне кажется, точно в целом улучшается все. То есть в целом как будто бы мир становится лучше. Типа, родись мы немного попозже, вообще бы родились в идеальном мире. Ну или намного. М, Ну да, ну, по крайней мере, я не знаю, может быть, это было всегда или давно, но если говорить про сферу кино, когда я оказываюсь как-то в среде людей, ну, какого-то международного именно сообщества, то там, мне кажется, наоборот, то есть не то, что наоборот. Короче, как будто бы там я чувствую, что у женщин сейчас намного больше силы. То есть, ну, потому что это, ну, во-первых, мне кажется, уже все адекватные люди понимают, что как-то явно дискриминировать там женщин или что-то еще, это, ну, это им повредит. То есть даже если они там в глубине души считают, что все женщины хуже режиссера, то это как-то, ну, не проявляется и на каких-то вот формальных уровнях, мне кажется. Ну, то есть мне кажется, что сейчас как-то женщинам дают все больше, ну, не дают, а как сказать, они себе смогли забрать все больше пространства, силы, вот, по крайней мере, там, в сфере кино, искусства, и даже как будто бы, наоборот, быть женщиной круто. мне кажется, что здесь такой вот вопрос, тому что действительно ли это что-то меняется, то есть системное какое-то изменение, которое действительно приводит к переосмыслению у всех игроков рынка, если мы там про киноиндустрию, если мы вообще в общем про работу, то тоже как бы насколько это такая какая-то системная история, либо это новые правила игры, тренды, модный феминизм. И поэтому мы будем вот поддерживать эти тренды, пока это безопасно и популярно, а потом, я не знаю, приходит новый президент в одной из крупнейших стран и отменяет все эти новые тренды, и они становятся антитрендами, да? И все откатывается назад. И вот у меня скорее такого есть беспокойство. Я не знаю, это вопрос, возможно, в никуда. Скорее у меня беспокойство, насколько это действительно все меняется системно, либо это такая временная игра, прикрытие, мишура. Не, ну, мне кажется, что все-таки, наверное, не временно, я хочу надеяться, просто, как сказать, скорее же ведь то, что женщины выравниваются там в правах во всех сферах постепенно, это же, наоборот, скорее как не то, что не возвращение к норме, а приход к норме. То есть так должно было быть в норме. Ведь в обществе, например, раньше тоже было много каких-то таких, не знаю, варварских обычаев, не знаю, как там рабство. Ну, я имею в виду, что когда-то это считалось полностью нормальным, и ну, что-то, в общем, полностью преодолели какие-то вещи, которые теперь нам уже кажутся совершенно какими-то варварскими. То есть, поэтому, мне кажется, с точки зрения того, что когда-то там у женщин в чем-то было меньше прав, их дискриминировали, их было там меньше в каких-то профессиях, или их там не брали куда-то из-за того, что это женщины. Я думаю, что она постепенно, ну, как раз-таки, ну, это должно постепенно уйти, как, ну, что-то, ну, короче, пережиток феодализма, грубо говоря. Вот, поэтому я надеюсь, что все-таки так. Ну, понятно, что сейчас там, если вернуться к нашему политическому, да, подкасту, там много правых сейчас поворотов там в разных странах, так, голосуют там за правые партии, за правых политиков. Вот. Но надеюсь, что все-таки, по крайней мере, соотношение полов, мне кажется, будет выравниваться. Ну, у нас
Остались вопросы такие на саморефлексию для тебя, Юля. Наш первый вопрос — это что за последние годы ты перестала терпеть, как женщина в профессиональном плане? Ну, мне кажется, в целом просто стала смелее и стала меньше терпеть. Я вот еще не знаю, это связано, может быть, в целом с возрастом, с опытом. Мне кажется, так у всех людей. Ну, наверное, то есть, если, например, будут со мной как-то поступать. Знаете, как бывает, что кто-то с кем-то, например, даже в хорошем отношениях, и он как бы с улыбочкой, как бы по-доброму, но делает тебе плохо, неудобно, и ты как бы, чтобы не поссориться, не испортить, например, отношения, терпишь. Ну, вот такое, наверное, я бы уже сейчас не стала, ну, в каких-то важных, ну, именно профессиональных вопросах. Ну, или вообще что-то, что мне кажется несправедливым. То есть, я имею в виду, что, ну, скорее раньше я вообще практически боялась сказать что-то людям, которые в целом как-то имеют на меня какое-то влияние. Вот. Ну, в общем, да, теперь я думаю, я уже как-то не боюсь в последнее время. Интересно. Ты ответила сразу на два вопроса, на которые мы и не задали. В чем ты стала смелее, но там есть и маленькая приписка. В чем ты стала мягче за последние годы? Или таких вещей вообще нет, нужно только черстветь? Нет, есть, конечно. Мне кажется, и мягче тоже нужно становиться. Нет, ну в то же время, да, мне кажется, что я и к себе, и к людям тоже стала мягче относительно, в том смысле, что, мне кажется, я раньше и себе хуже как-то прощала какие-то ошибки, и другим людям. А теперь я поняла, что, наверное, нормально нужно относиться, что косяки и ошибки бывают у всех, потому что, ну, я думаю, это у меня тоже, кстати, пришло из того, что мы обсуждали ранее, ну, потому что ко мне всегда так относились. Казалось, что там любая какая-то ошибка, это ужасно. А сейчас я понимаю, если человек старался, он ничего не сделал там нарочно, можно это все, ну, окей, бывает. То есть всегда нужно закладывать. Ну, поэтому я сейчас уже так и к себе, и к другим тоже стараюсь как-то. В общем, с эмпатией больше стараюсь относиться к людям, думая о том, что они, как я, тоже придут домой, будут плакать. Такой же человек, как и я. Поэтому, да. Это очень хорошая нота. Не знаю, так трогательно. Да. Ну, мне кажется, для тревожных людей это очень важная такая вещь. Понимать, что другие люди тоже могут тревожиться и беспокоиться, что они не всегда закладывают там что-то негативное в свои действия, что, возможно, они тоже там лежат дома и ворочаются, не могут найти, не могут понять, почему подушка стала внезапно кирпичом, а не периной, и почему так неудобно спать. Коллеги, поплачем. Плакали всей маршруткой опять. Ну да, но я думаю, что тогда хорошо и перейти к вопросу нашему Финальному. любимому, да. Юля, могла бы ты рассказать, что такое твой safe space? Так, ну, я думаю, что это мы какие-то близкие люди, там самые близкие друзья и моя квартира. Вот в целом это, наверное... Ну, а если говорить про работу, то, наверное, это люди, с которыми, наверное, мы все можем высказать свое мнение, знать, что тебя там послушают, знать, что даже если ты скажешь что-то глупое, это будет нормально воспринято. Знать, что если кому-то что-то не понравится, там не будут просто какие-то обиды, а как-то будете говорить прямо и вообще не будете бояться даже поссориться. Бывает, что в рабочем вопросе можно с кем-то даже поссориться, и это часто не хочется, чтобы это было портило в целом отношения, как с человеком. Ну вот так. Короче, да, с максимальной эмпатией, когда вот люди друг к другу относятся, вот это, да, мой safe space. Финальная нота. В конце каждого выпуска в этом сезоне мы делаем розыгрыш, и Юля приготовила для вас от себя подарочек. Он вот там вот, кстати, спрятан у нас в комоде, в шуфлядке. У нас тут микроквартира. Не комод, а шуфлядка. Да. Ну ладно, я бы Кто поспорила. понял мем, тот понял. Юля, хочешь сама подержать? Посмотрю. Да, кстати, хотела понюхать, но она, кстати, не пахнет, потому что, представляете, какой-то другой вид печати эти книги не пахнут, как оказалось.
Вот. Книги уже не те. Да, даже книги уже не пахнут. И клей не понюхаешь. Переходим к розыгрышу. Какое твое условие для наших зрителей, чтобы они могли получить эту книгу? Так, я, кстати, сейчас только что подумала, что это как раз-таки было бы классное задание. Ну, хотя, если люди не читали, то как они предложат, я не знаю, придумать, какой бы мог у этой книги быть запах. Ну, например, можно сделать такое, вот книга называется «Каждый видел этот город в каком-нибудь другом месте». И когда мы выбирали, там, ну, не выбирали вообще, это я выбрала, придумала название. В общем, просто оно вот некоторым людям, даже многим вот из редакции не очень сильно нравилось, и, может, до сих пор нравится, типа, что оно длинное, и еще из-за того, что там есть слово «не будь». Оно, типа, есть еще в какой-то книге, и плохо, что повторяется чисто вот это полслова «не будь». И поэтому, да, я говорю, слушайте, говорю, а то есть если какое-то слово уже использую, уже больше нельзя? Я говорю, а если слова закончатся, то как вы будете дальше остановиться к ней? Больше не будете его Коллеги, пускать? сколько там букв в алфавите? Я говорю, в смысле, что за лимит? Это, говорю, тем более это полслова, не будь только. Но оно такое, оно популярное. Я говорю, это же не слово типа, не знаю, манжет, то есть, ну, какое-то более, да, или петрикон, да, то есть это какое-то слово, оно везде встречается, вот. Хорошо. Ну, в общем, то, что длинное, вот тут, типа, например, не поместилось полностью и так далее. Вот, короче, и мое такое предложение, предложить хорошее название для книги, вот какое бы вы предложили, если что, в следующий раз использую. Для твоей? Да, для моей. Для твоей следующей или А можно для этой? любой. Ну, просто если можно для этой, если читали, а можно для следующей. У этой уже есть название. Вот. Как хорошо назвать книгу, вот учитывая, что если это название, может, даже не всем понравилось. Так, чтобы всем понравилось. Мы ждем в комментариях всю редакцию «Меня нема» с их предложениями для хорошего названия. Не, ну у них-то вроде как авторы придумывают, вот, но я имею в виду, что вот я лучше не придумала только такое. Я имею в виду, может, мне зрители подкаста помогут для следующей книги придумать название получше. Слушайте, у нас прям какой-то литературный сезон. Да. Марія спочатку, потім Слава з лисим черепом. Кстати. Ну, і з «Мене нема криху». Ну, і ось. І зараз і Юля з книгою, яка вийшла в «Мене нема».